Я вот Махмад Аминов Файзали Кабутович. Вот 10 числа должен мой зять уехать домой. Ваш зять? Да, вот это мой зять. И то, что дальше. И он где-то 5:30 звонил, сказал, что я 10 часов буду в аэропорту. А через полчаса звонил, что уже меня задержали возле двери в аэропорт Внуково. И вот после этого пропал связь, все. Больше у него никакой это нет. А 17 числа мы звонили, вот 112, они звонили, да, сказали, что 12 часов мы отпустили его. Вы звонили на 112? Да, на 112 мы звонили. И сказали, что мы отпустили его 12 часов ночью. Ну, расскажите, как вы звонили? 112 назвали фамилию, имя, отчество вашего брата или как? Да, да. Что он пропал? Да, да. Сказали, где он пропал, мы сказали вот так. Короче, он должен ехать домой, а вот в аэропорту вот так задержали. Потом они звонили Внуково или в аэропорту, и потом нам сообщили, что его отпустили там вот 12 часов. Это все произошло 10 сентября. Да. А сегодня 19. Да, сегодня 9 19. дней, никакой информации у вас нет. Никакой информации нет. Куда вы обратились еще до этого, до нашего офиса? Кому еще обратились? Еще только вот 112. 112 больше никому не обратились. Расскажите мне про вашего зятя. Где он работал? Ну, частный работал. Давно он в России? Уже второй год. Давно нет. Документы как у него были? Патенты были? Что было у него? У него, наверное, потеряно было, что вот когда он хотел домой ехать, он взял возвращение на родину. В консульском отделе Да, Таджикистана? да, да. Какое число было с ними? Он Вот ездил? это 19 августа или 20 августа. Август. Ну, Да. еще срок месяц, один Да, месяц. Да, срок был 1 месяц. Уже 20 дней он собрался Да. уехать. И вот Домой звонили, жена, все дети знают? что- все знают, каждый день они звонят. Нашли его, не нашли. Они ждали же там в аэропорту все. Ну, вам сказали представители власти России, что его отпустили. Да, да. Никаких ответственностей у них нет. Значит, проверили документы, Проверили. он не сел в самолет. Не сел. Не сел. А у него вылет было 10 часов, они отпустили его 12 Мне часов. сказали, что он звонил за полчаса до прибытия Да. в аэропорту, или это уже в аэропорту, а потом после этого даже подтверждают факт его задержания и отпустили его сотрудники полиции аэропорта Внуково. Вот для меня это очень важно, чтобы сейчас, вот мы сейчас делаем интервью с вами. Вы говорите, что пропал. Да. Вот он пропал. Дети, семья там, жена и дети находятся в Таджикистане. Да. Вы здесь находитесь. У него все документы практически, если справка о возвращении, к нему он неприкосновенность получил. Человек получил неприкосновенность, он должен сесть в самолет и уехать. Да. Раньше он какие-то совершения преступления не совершал. От работодателя, значит, плохого отзыва не было, правильно? Не было. Никто его не искал, нигде он не дрался. Нет. Ну, все прекрасно знаю. Почему я спрашиваю? Все у вас хорошо было с вашим Да. делом. Он читал молитву, не пил водки, правильно? Да. Он был порядочным. Да, порядочный был, да. Но вот 9-й день нет никакой информации о вашем брате. Если ваш зять по закону в России и вообще в законе международном, при задержании иностранного гражданина обязаны сообщить кому? Консульский отдел Таджикистана. Но поскольку мне известно, что такую информацию вы не получили. Значит, тогда он в данный момент находится не в руках представителей власти России. Нам что предстоит делать в данный момент? Вот ваш зять, дайте мне. Молодой, сколько ему лет сейчас? Вот я вижу. Молодой парень. видно. 27. А откуда он родом, откуда он, где родился? Он родился в Таджикистане. Где это? Район? Член? Пархорский район. Родился там. А сейчас живет в Кавказабадский район. Переехал Да. за вас сегодня. Мы обязаны с вами говорить о том, что подобие вашей зеды пропадает часто граждане. Еще раньше похлеще были. Очень были трудности для наших граждан доехать до аэропорта. Они по дороге пропадали. Пропадали по дороге.
Вот сайт «Также мигрант», это общероссийское общественное движение «Таджикские труды и мигранты», дает рубрику вам «Поиск пропавших без вести». Если посмотреть на сайт, там очень много. Что нам надо делать? Да, мы сайт создали, газеты создали, собрание ведем, съезды проводим, информацию проводим, значит, конференции проводим, встречаемся с вами. Что не хватает сегодня? Сам по себе сегодня я задаю себе вопрос. Не хватает объединения всех таджиков. Сели, когда таджик идет в аэропорту, должен там быть представители или власти, или представители общественной организации. Диаспора должна. Мы должны его поддерживать. Если ваш брат на тот момент звонил не к вам, а по горячей линии, что у меня задержал сотрудник полиции, бывают и хорошие, бывают плохие сотрудники. Вот если хорошие, тогда давно ваш брат, соответственно, уже в самолете, ну, если плохой, тогда до сих пор у вас информации нет. Вот вы мучаетесь, а мы мучаемся наравне с вами миллионы таджикистанцев. Вот как вы думаете, как с такого положения выйти? Вот сейчас будем искать его. Сейчас опубликуем на сайт наши видео. Да, если ты где, дай нам знать, что и все твои дети уже скучают там дома, родители. Каждый час звонит, где наш семья, где, если ты где находишься, позвони, чтобы мы знали ты где. Ну, обращается ко всем тем, которые, соответственно, люди сегодня видят, читают и посещают наш сайт или сайты по пропавшим гражданам. Вы обращаетесь к нему, что дайте знать, где находится он. Если кто-то знает даже, кто-то знает место его нахождения. И также к сотрудникам полиции обращайтесь, правильно? Российским нашим государством. Обращаясь к сотрудникам Полиции России. Дайте нам знать, Дайте нам знать, что вы, где находится. где находится наш взгляд. Вот так и пропадают люди.